Всем привет, друзья! Birlikte Масера. Что у нас сегодня на повестке дня? Догадайтесь сами. А на повестке дня у нас манты. Но они экспериментальные. Я такие никогда раньше не готовила. В свежий говяжий фарш я добавила много-много лука нарезанного. Не стала перемалывать, чтобы сочнее были. И чуть-чуть картошки добавила, тоже мелко нарезала для разнообразия. И обычно я добавляю только соль и черный перец, но сегодня я добавила несколько приправ. И острый перец, и чесночный перец, и паприку. В общем, все, что под руку попалось. А дальше будем раскатывать наше тесто и лепить манты. Раскатали мы наше тесто, вроде тоненько. Лишь бы не рвалось потом. Видите? Из вот такого кружочка теста. Вот такая штучка получилась. Сейчас поставлю мантоварку, пусть варится водичка. И начну резать тесто и лепить манты. Все покажу вам. Принесла сегодня с кладовки большую мантоварку. Вот поставила водичку. Вот так я положила начинку. Сейчас буду склеивать. Тесто, по-моему, слишком тонко раскатала. Следующий кружочек буду раскатывать потолще. Вообще, чем меньше начинки, тем больше сока. Но как-то у меня что-то не получается. Я давным-давно не готовила манты. Не шеф-повар я. Сейчас покажу, что будет. Что-то получается. Вот тут было мало мяса, еще добавила. Где было много, чуть-чуть убрала. А то как в YouTube не заглянешь, все такие крутые шеф-повара. Прямо все такие звезды, Мишлен. А я простой человек. Готовлю для себя и для своей семьи. Нам нравится. Смотрите, вот эта манта у меня получилась слишком тонкая. Будет тесто рваться. Вот я решила ее реанимировать. Врач я все-таки или не врач? Сейчас лишнее тут отрежу. И будет еще один слой теста. Ничего страшного. Смотрите, что у нас получилось. Это не манта будет, а огромный такой здоровый мант. Главное, чтобы было вкусно. Мы же не в ресторане. Тут уже все заканчиваю. Снимать и показывать не очень удобно, но ничего страшного. Все, сейчас буду раскатывать этот кружочек, но буду умнее, сделаю потолще. Здесь у меня не очень красивые манты. Тут есть реанимированные, разные. Но мы не в ресторане. Это будет простительно. Стала вспоминать, не поверить, когда я делала последний раз манты, наверное, года 1,5-2 назад. Представляете? Хорошо, что вообще не забыла. Вот наши некрасивые, но вкусные манты уже готовы. Сейчас покажу вам, сколько осталось мяса. Завтра сделаю еще, может быть, заморожу. Если в морозилке найдется место. Ничего страшного, в следующий раз получатся красивые. Почему я так давно не готовила? Пару раз их делала мама, но я особо так манты и не люблю. Если не насмотрюсь в ютубе, как готовят, и не хочу даже. А так у нас раньше соседка их делала на заказ, очень вкусно, мы заказывали у нее. А потом у нас сломался один морозильник, и уже некуда было класть эти манты. Мы перестали заказывать. Но когда замороженные полуфабрикаты есть, это очень удобно, если вдруг неожиданно гости придут, чтобы быстро-быстро приготовить и накормить. Смотрите, сколько у нас мант получилось. Наш лапоть тоже тут. Вот тут еще. И вот эти я, наверное, поставлю в старую мантоварку сейчас. Наверное, пару маленьких листиков получится. Слишком близко друг к другу не хочу, чтобы они не слиплись. А так будет все нормально. Смотрите, наша советская мантоварка. 6 рублей 70 копеек. Представляете, сколько она прослужила?
и еще прослужит. Вот задействовали нашу старую советскую мантоварку. Парить, варить будем всего 25-30 минут. Переваренные я тоже не люблю манты. Сейчас 5:30, 6 часов, наверное. Маленькая кастрюля тоже закипела. Плюс-минус разница будет 2-3 минуты. Она со мной пережила вообще учебу в Ростове и много чего. Некоторые манты маленькие, некоторые средние, некоторые лапти. Ничего, в следующий раз буду делать красивее. Сделаю тесто потолще. Пока варятся наши манты, парятся, вернее, 30 минут, я сделаю соус. Чесночный сделаю биром и лук пожарю с морковкой, с томатом. Жарится наш лук, девочки. Чуть-чуть сожгла, отвлеклась. Ходила встречать брата с пакетами с рынка и память освобождала, как обычно. Сейчас мы сюда быстренько добавим морковку. И ничего страшного не произойдет. Добавили морковку, 6-7 минут обжарим, добавим томатную пасту. Потом по вкусу можно чуть-чуть развести кипятком, а можно оставить так, как есть, как зажарку. Иногда, кстати, делаю вообще без морковки. Сейчас почищу быстренько чеснок и сделаю второй соус. Можно чеснок со сметаной, можно добавить укроп, можно просто чеснок чуть-чуть с этим, как его назвать, не рассол, ну, в общем, то, что капает с мант в кастрюлю, или просто кипяточком. Смотрите, манты увеличились в размерах. Хорошо, что я их не слишком близко положила друг от друга, а то бы все слиплись. Да и вообще в следующий раз сделаю тесто потолще, и не будет лишних проблем. Правда? Все равно они будут намного вкуснее покупных мант или мант с кафешек. Я надеюсь. Еще нас сегодня ждет небольшая распаковка. Я на Северный не ездила. Мне сказали, что очень много народа. Я толпу не переношу. Ну, попросила подругу. Она все, что нужно, купила. А брат двоюродный все привез. Спасибо добрым людям. В принципе, у нас все запасы были. Ну, так кое-что по мелочи попросила, привезли. Оставшееся мясо я переложила и сейчас уберу в холодильник. Завтра что-нибудь из него буду готовить. Может, манты на заморозку, а может, просто пожарю там с гречкой, еще с чем-нибудь. Посмотрим. Потому что эти манты мы будем есть, наверное, пару дней, если никто в гости не приедет. Все, добавила пару ложек томатной пасты. В конце все-таки чуть-чуть разбавлю кипятком. Так будет вкуснее, наверное. И скоро почти все готово. И где-то через полчаса, наверное, будет ифтар. Надо посмотреть по времени. Еще я знаю, что вкусно бывает чеснок, сметана и укроп. Это для тех, кто любит зелень. Я, честно говоря, ее вообще не люблю. Ну, можно приготовить для разнообразия. Кстати, когда попробую манты, скажу вам, нравится мне с приправами или нет. Обычно я же приправы не люблю. Но я ни приправы, ни зелень, кроме черного перца, кроме красного перца и соли, ничего не люблю. Все, этот соус готов. Накрою крышечкой, пусть томится. Выключаю. Тут уже мне почистили чеснок. Мама решила помочь. У меня на такое терпения не хватает, если честно. Мне надо все быстро, быстро, быстро. Пользуюсь самой обычной, старой, советской, любимой чеснокодавкой. Есть у нас маленькая терочка.
но мне как-то неудобно пользоваться. Представьте, у меня уже 2 кастрюли мант уже почти готовы, а я, оказывается, на подносе забыла 4 штучки. Теперь буду замораживать, делать нечего. Ни туда и ни сюда. Видимо, я так торопилась быстро все приготовить, что про эти штучки 4 забыла. Голова и 4 уха называется. Ну что, завтра я буду делать манты на заморозку, потом в один пакет и на потом. Наши манты уже готовы. Выключаю. Тут тоже все почти готово. Надеюсь, что будет вкуснятина. Сейчас накрою, все выключу, а потом где-то 6:30 или когда будет ужин, 5 минут согрею и все. Сейчас мне надо помыть посуду, поставить телефон на зарядку, потом снять для вас распаковку, потом поужинать, потом буду освобождать память, делать ролики и закидывать для вас в YouTube. Вот и все. Все, наши манты готовы. Тут сметана с чесноком, тут красный соус, лук с морковкой. И тут наши манты. Всем приятного аппетита. Марк Нишлау Колбалдел Масера. Всем пока-пока.